Мы предлагаем вам заглянуть на наш канал и посмотреть второй сезон семинара «Молодые молодым» в формате живого общения. Молодые педагоги школы расскажут о своих находках и поделятся своими идеями. Не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем привет, меня зовут Новиков Джуслан Иванович, я учитель английского языка. Я Елизавета Андреевна, учитель родного языка и литературы. В каждой школе есть стенды с самой различной информацией, но современные реалии диктуют свои правила. Дачное направление позволяет наполнить школьное пространство сильными, яркими, оригинальными деталями. Но роль стенда это не только быть частью интерьера, но и информировать, визуализировать или быть наглядным пособием. Опять же, дизайн не должен быть, скажем так, раздражающим, скучным, заурядным, но и быть многофункциональным. И проблема может быть еще то, что отсутствие места. В этом выпуске мы расскажем вам, как создать смарт-стенд в вашей школе. Стенд поможет тем, у кого мало места, но надо разместить как можно больше информации. Стенд с современным дизайном и наполнением, который не будет отвлекать своей пестротой и многословием. Сейчас подробно расскажем про весь процесс разработки смарт-стенда от идеи и разработки до самой реализации. Чтобы все было понятно, мы поэтапно затронем все моменты. Основной концепцией нашего стенда – это совместить прошлое с настоящим, соединить былое с нынешним в одном пространстве. Мы долго думали, как вместить в стенд всю необходимую информацию, чтобы в нем было жизнеописание, вклад, история возникновения ЯССР. И решили разместить QR-коды по каждой информационной части нашего стенда. Это сайт Маунанского наследия, сайт Максима Кировича Амосова «История жизни», сайт, посвященный столетию ЯССР, сайт Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова и сайт Республиканский музей истории государственности Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова. Все ссылки будут в описании под видео. Вот, например, наводим сканер или камеру телефона на QR-код и переходим на сайт NamPam. NamPam – это проект учащихся нашей школы, где можно найти информацию о памятниках Намского УС. Мы старались придерживаться минимализма и немного арт-дизайн элемента, придать художественности, дабы избежать непосредственности и заурядности. Казалось бы, в стенде практически отсутствует текст, но пройдя через QR-код можно найти много полезной и интересной информации. Биография, книги, история и деятельности и возникновения ЯССР. В нашем стенде мы поместили историю в современной подаче. Далее нам нужно было разобраться с местом, где будет расположен наш стенд и, конечно же, размеры. Нам заранее выделили место, где он будет находиться. Далее мы с помощью метровки сделали замеры. Затем мы получили нужный нам материал и начали думать над самой сложной задачей, а именно дизайн стенда, то, как оно будет выглядеть. Поскольку наш стенд включал в себе смарт-элемент, мы сразу решили, что в нем будут QR-коды. И затем мы стали думать над дизайном. Тут мы больше внимания и времени вложили, так как разработать целый оригинальный смарт-стенд задача не из легких. Для этого мы распределили фронт работы. Над стендом работала вся команда молодых учителей. Каждый делился своим видением, идеей и мыслями. Мы использовали разные онлайн-платформы. Например, нам очень сильно помогла такая платформа, как Canva. Очень полезный инструмент, там существует много разных шаблонов и дизайнов для создания различных визуальных элементов для вашего проекта. QR-код мы делали следующим образом. Идем на сайт qrcoder.ru и уже здесь можно разработать сам QR-код. Все очень просто. На этой панели вставляем нужную ссылку сайта. Далее можно выбрать нужный вам размер, и справа появится изображение QR-кода. И с помощью снимка экрана или телефона можно уже разместить QR-код где вам нужно. Следующим шагом мы обратились к местным предпринимателям по принту. В нашем случае это была компания Коника. Было очень важно подробно объяснить все, как должно выглядеть. Как только получили все нужные материалы, мы начали заниматься расстановкой изображений и QR-кодов в самом стенде, так, чтобы все было видно, гармонично и красиво. Процесс установки материалов оказался очень тонким процессом в целом. Важно было следить за тем, чтобы не попала пыль и так далее.
Таким образом, можно создать стенд с любым содержанием – информационный, образовательный, развивающий, стенд классного коллектива. А QR-коды помогут при нехватке места в кабинете или школе, помогут включить как можно больше информации в одном стенде любого размера.